Работники всех домов культуры Сунжинского района этим утром съехались в районный ДК. Нет здесь ни совещания Минкульта и ни очередное мероприятие. Люди откликнулись на призыв главы Ингушетии о сборе гуманитарного груза. На этот раз собирают только питьевую воду. Это самое необходимое сейчас жителям подтопленных районов. По поручению главы республики был организован и открыт сбор питьевой воды во всех районах нашей республики Ингушетия. Мы вот сегодня видим, что неравнодушные люди принимают активное участие по сбору питьевой воды для пострадавших. И тем самым жители Ингушетии очередной раз доказали, что они готовы оказать помощь любому человеку, кто в этом нуждается, кто пострадал от паводков, от землетрясения, от других стихийных бедствий. Сейчас в очередной раз мы знаем, что с приходом весны очень многие регионы России были затоплены водой. И особенно Оренбургская область нуждается в питьевой воде. И сегодня мы делаем вот это благое дело. Площадкой для сбора гумпомощи не случайно выбрали районный ДК. Удачное расположение объекта позволяет всем быстро добраться до места сбора. При нас воду на своем транспорте привезли представители 8 домов культуры района. За несколько часов неравнодушные собрали около 1,5 тонн воды. Тары различных объемов, начиная от пол-литровых бутылок и заканчивая 5-литровыми. Прошу всех, кто меня слышит, жители нашей республики, сельского поселения, Сунжинского района, поддержать эту акцию. Каждый, кто что может сделать. Здесь не важно, 10-20 упаковок, одна упаковка тоже будет большая поддержка для наших соотечественников. В Оренбурге на сегодня подтопленными остаются почти 9 тысяч домов и 14 500 участков. С места ЧП всего эвакуировано 17 800 человек. Доставлено свыше 3000 тонн гуманитарной помощи. Уже скоро туда прибудет и сбор из Ингушетии. Буквально позавчера объявлен сбор у нас по району, поэтому за 2 дня, можно сказать, сегодня основная масса. Практически вот видели, да, принесли воду, и, конечно же, эта акция у нас продлится до конца, до завершения данного мероприятия, и как жители сельских поселений, так и учреждения, организации, которые у нас на территории находятся, они все принимают участие в данном мероприятии. Как администрация Сунжинского района, конечно, мы тоже вносим свой вклад в данной акции и, конечно же, тоже принимаем участие в этом. В России уже более 40 регионов пострадали от наводнений. Наиболее серьезно Оренбург и Орск. Но стихия не собирается останавливаться. Гидрометцентр предупреждает о риске затопления новых территорий. Муслим Ганиев, Магаз 24.